сегодня прозвучит первый в их жизни школьный звонок. В государственной школе есть и какое-то движение навстречу, есть попытки инклюзировать, но я поняла, что пока инклюзия заводится, пока вот это все формируется, мой ребенок не успеет ею воспользоваться. Давай, первый слог какой? Угу. А второй? А вместе? Умничка. Сделала задание маленький перерыв. Сделала задание маленький. О, вот тут про маму. Почитаешь тут? 6 частей. И тогда одну, если мы взяли, то какая это часть? Одна. 6-я, умница, молодец, еще один жетон. На тебе вкусной пиццы. Ми розглядали таку можливість, що до нас може прийти незвичайне дитё коли-небудь, ну і гэта здарылася. Іра просто прийшла у наш клас, і ми вже по ходу не корректували нашу діяльність навчальну. Мою маму зовут Женя. Як звуть маму Іри? Сложность общеобразовательной школы еще в том, что детей много, полный класс, учителю трудно учитывать особенности, не то что особенного ребенка, а обычных детей. Процес навчання Іри, не можу сказати, щоб він радикально відрізнювався від процесу навчання інших дітей. Просто у ім є якісь свої особливості, наприклад, там, шматразове повторення одного і того ж матеріалу. Моя дочь не может пока писать и, может быть, никогда не сможет писать ручкой, но она может набирать на клавиатуре. Пускай она набирает на клавиатуре, но это целая отдельная история, это сложно. Наприклад, Іра читає на шмат лепш, ніж некоторі діти у другому класі. Але, наприклад, прописи ми не будемо вже писати. Іра знайшла контакт з дітьми вельми добре, тому що вона вельми емпатична особа, вона тягнеться до діток. І діти так само, у свою чергу, усталювали добрі відносини з Ірою. Іра вельми посябравала з одною дівчинкою, з Алісою. Вони постійно придумляють які гульні. Ира, хочешь шапку? Милька, дай 5 мы с тобой. Подожди, я ее сейчас тебе одену. Аліса придумляє гульні, і Іра вимушена їх гуляти. Я все время школу торопила и просила завуча, директора, давайте еще поучимся, давайте еще вот это освоим, еще вот это сделаем. Потому что это же просто быстро, вот только возьми и делай. Но школа мне все время говорила, ну зачем так быстро, ну не надо так торопиться, ну нам надо это освоить. Ну вот мы потихоньку, мы и так уже лучше, чем в прошлом году. Я понимаю, что да, они движутся, но скорость этих изменений такая низкая, что вот сегодняшним детям еще не застать результаты инклюзии. Да. То, что мы, как общественное движение, как общественная организация, родительские организации делаем на этом поле, этим будут пользоваться дети с особенностями развития, которые рождаются сейчас и, может быть, завтра родятся. Пока.